Здесь все как на обычной паре, только вместо знакомых педагогов сотрудники Россельхозцентра. Да и в тетради записывать ничего не надо, ведь это только вводная лекция для будущих аграриев. В настоящее время наш Россельхозцентр имеет два направления. Это защита растений, это семеноводство. Ну вот, знакомство с деятельностью филиала окончено, можно приступать уже к самой сути. На повестке семеноводство и защита зерна. Погода, насекомые, вредители, ну и, конечно, инфекции. Эти факторы нередко становятся причиной гибели посевов сельхозугодий. Самое эффективное решение – вовремя выявить источник заражения, напоминают студентам. Вначале эти семена проверить, обеззаразить, чтобы в дальнейшем эти болезни не распространялись на поле, чтобы не было потерь уже тогда, когда мы получили всходы. Технологические возможности и современные гибриды – вот что позволяет получить высокие урожаи. Впрочем, студенты знают это и так. Некоторые из них, в основном старшекурсники, уже успели применить знания, полученные на парах во время практики в ингушском филиале Россельхозцентра на деле. Амирхан Тамбиев – один из таких. Качество семян, схожесть, урожайность, отзывчивость к удобрениям различным и какова структура наших почв. И что лучшего сделать? Мы узнаем больше о наших сортах, какие сорта именно стоит выращивать, какие сорта более зимостойкие. Сейчас у нас в республике идет очень большая засуха, нет обильных дождей, и мы стараемся привлекать более засухоустойчивые сорта пшеницы, кукурузы, ну и других различных растений. Договор о сотрудничестве между ингушским Россельхозцентром и НАТ был подписан еще несколько лет назад. Однако такой формат взаимодействия, как чтение лекций студентам, применяется впервые. С молодежью тоже настраивать, нацеливать нас на получение, и других знаний, которых мы еще не имеем в своей практике. Уже развивать и тему семеноводства, и более конкретизировать эти моменты, и защита растений. И те еще направления, которые пригодятся в практической работе для будущих специалистов. Нам рассказали о сортировании семян, о подготовке семян к посеву. Была очень познавательная тема, и нам очень понравилось. И мы узнали для себя очень много интересного и нового. Впрочем, практические навыки студенты получают уже с 2017 года. Так, на базе филиала РСЦ они проходят производственно-технологическую и преддипломную практики. Педагоги, к примеру, уже почувствовали результат от такого сотрудничества. В результате производственных практик, в результате преддипломных практик наши студенты потом показывают высокие результаты в ходе этого диалога. Ну и то оборудование, допустим, Россельхозцентр нам предоставил наглядный материал, сушильный шкаф, лабораторный инвентарь. И даже тогда, когда мы не имеем возможности выехать, мы пользуемся этим оборудованием в рамках нашей учебной практики, и студенты получают от этого большой плюс. Взращивать новых специалистов в области земледелия, сельского хозяйства и возделывания растительных культур сотрудники Россельхозцентра планируют и дальше. А значит, что в будущем в Ингушетии появится больше агрономов, отвечающих за получение высококачественного урожая. Тамара Хшагульгова, Магомед Белакиев, Новости 24.